Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня снова для вас снимаю теговое видео. Очень мне понравились вопросы этого тега. Называется оно точнее тег «То или это?». Итак, если вам интересно услышать ответы на эти вопросы, то, конечно же, оставайтесь со мной. Первые вопросы будут касательно макияжа. Первое, румяна или бронзатор? Однозначно румяна, бронзером я почему-то не люблю пользоваться. У меня очень светлая кожа, и для меня найти свой идеальный бронзер, который не будет рыжить, очень трудно, поэтому я больше предпочитаю румяна. Тональная основа или консилер? Однозначно тональная основа, потому что консилером я тоже как-то редко пользуюсь, пока не вижу надобности. Блески для губ или помады? Здесь я однозначно выберу помады. Кисти или спонжи? Смотря для чего. Если наносить тональную основу, то, конечно же, мне очень нравится спонжик яичко, а в остальном я использую кисти. Тушь или подводки? Чаще, наверное, я все-таки использую тушь, поэтому отвечу тушь. Рассыпчатые или спрессованные тени? Спрессованные тени. Натуральные или цветные тени? Здесь тоже не могу однозначно ответить, потому что бывает, что делаю макияж в нейтральных оттенках, а бывают такие моменты, когда хочется более чего-то яркого и какого-то цветного акцента на глазах. Дальше будут вопросы касаемо ногтей. Essence или Golden Rose? Тут у меня вообще такая ситуация, что я, наверное, единственная девочка, у которой нет лаков Golden Rose. Надо срочно исправлять эту ситуацию, потому что эту фирму и эти лаки очень сильно хвалят. У меня есть парочка оттенков от Essence, поэтому здесь, наверное, пока отвечу Essence. Длинные или короткие ногти? Все-таки мне больше нравятся короткие ногти. Светлые или темные тона лака? Наверное, отвечу темные и яркие, потому что светлые я не очень любитель нюдовых оттенков. Мне очень нравятся белые от Ева, а в остальном уже хочется более чего-то яркого, и очень люблю темные, глубокие, насыщенные оттенки. Далее касаемо тела. Туалетная вода или парфюм? Тоже не могу остановиться на одном, и то, и то. Масло для тела или крем? Выберу крем. Лаш или Dolce Milk? Однозначно выбираю Лаш, довольна этой продукцией, очень она мне нравится. Дальше будут вопросы касаемо моды. Первое, джинсы или леггинсы? Здесь 100% джинсы, я в них готова ходить зимой и летом, во все времена года, и спать в них, и есть, и была возможность и купаться, наверное. Джинсы я просто, я фанат. Дальше, длинный или короткий рукав? Наверное, все-таки я выберу длинный рукав, потому что из него можно сделать рукав 3/4, его можно оставить длинным, как-то короткий я не очень люблю. Дальше, юбка или платье? Выберу юбку, потому что юбку можно миксовать с различным верхом. Zara или Bershka? Наверное, все-таки выберу Zara. H&M или Нью-Йоркер? Однозначно H&M. Далее будут вопросы касаемо волос. Длинные или короткие волосы? Тут я тоже в ступор меня этот вопрос ввел, потому что я обожаю короткие стрижки. Я фанат коротких стрижек, мне очень нравятся короткие, асимметричные стрижки, но, к сожалению, мне они не идут. Поэтому давайте так, на других короткие стрижки, на себе длинные. Но если бы мне шла короткая стрижка, я однозначно бы подстриглась. Темные или светлые волосы? Темные. Гель или спрей? Выберу все-таки спрей, потому что, мне кажется, на волосах он смотрится немного легче, чем гель. Банты или заколки? Конечно, заколки. Время бантов у меня уже прошло. Невидимки или резинки? Здесь тоже не отвечу и то, потому что практически все прически, которые я делаю, это будет резинка, чтобы зафиксировать волос, и это будет невидимка. И дальше рандомные вопросы. Солнце или дождик? Конечно, я выберу солнце. Зима или лето? А здесь я выберу зиму, потому что я не очень люблю лето. Мне не нравится эта дикая жара, духота. Возможно, где-то в других странах, где лето это плюс 25, это у них максимум, и они чувствуют себя комфортно. Да, такое лето мне нравится. Но такое лето, как у нас в Краснодаре, когда плюс 40, плюс 45, нет, простите, такая жара мне не очень нравится, я не могу ее выносить. И последний вопрос, ваниль или шоколад? Однозначно шоколад. Я любитель шоколада. Могу его есть тоннами, с чаем без, с кофе без, просто так, вообще просто с чем угодно. Шоколад я очень-очень сильно люблю. Все, на этом вопросы этого тега закончились. Думаю, вы узнали обо мне что-то новенькое и интересное. Спасибо, что провели эти минутки со мной. До встречи в следующем видео. Пока!